Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменские паломники отправились в хадж. Министр финансов и экономики Туркменистана принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Как узнать о штрафе за нарушение ПДД в Туркменистане и другие новости. Первые паломники из Туркменистана отправились в Саудовскую Аравию для совершения хаджа по святым местам Мекки и Медины. Группа вылетела специальным авиарейсом, организованным в соответствии с распоряжением президента Сердара Бердымухамедова агентством «Туркмен Хова Йоллары». В дни празднования Курбан-Байрамы управление муфтия Туркменистана планирует отправить в Саудовскую Аравию 2312 туркменских паломников. С этой целью туркменские авиалинии в июне-июле 2023 года выполнят 8 чартерных рейсов по маршруту Ашхабад-Джида-Ашхабад и Ашхабад-Медина-Ашхабад. Туркменская делегация во главе с министром финансов и экономики Туркменистана Сердаром Джораевым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума он встретится с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, а также выступит на одной из сессий. С внедрением автоматизированной системы появилась возможность проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Чапар от Туркменпочты и ввести индивидуальный регистрационный номер автомобиля в специальное поле в разделе «Штрафы ГАИ». Выбрав полученный штраф из меню, можно сразу оплатить его посредством банковской карты, либо через счет мобильного телефона. 21 июня в спортивном комплексе Бахтиярлык в Ашхабаде отметят Международный день йоги. Организатором мероприятия выступает посольство Индии в Туркменистане. В акции, направленной на популяризацию йоги и здорового образа жизни, могут принять участие все желающие. Занятие начнется в 6:30 утра, его проведет квалифицированный преподаватель Мария Барышникова. Прибыть на место акции необходимо за 15 минут до ее начала и при себе иметь коврик для йоги, а также соблюдать дресс-код – белый верх и черный низ. Президент Первого канала Константин Эрнст анонсировал в эфир канала шоу «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. По словам Эрнста, съемки передачи начинаются 19 июня и по многочисленным просьбам телезрителей программа вернется на экраны к концу месяца. По сюжету герои программы поочередно встречаются с 3 невестами или женихами, а в конце делают выбор, с кем из них они хотели бы продолжить отношения. Айбек Шазадакураев из Туркменистана завоевал бронзовую медаль на проходящем в Бишкеке молодежном чемпионате Азии по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов. В схватке за бронзу туркменский борец победил соперника из Узбекистана со счетом 4:0. Чемпионат Азии 2023 по греко-римской борьбе среди молодежи и кадетов завершится 18 июня. Второй год подряд соревнования проходят в 2 возрастных категориях – до 17 и до 23 лет. Интернет-портал Трансфермаркет составил рейтинг самых дорогих футболистов на проходящем в Ташкенте и Бишкеке чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации КАФА. Так, самым дорогостоящим игроком турнира стал нападающий сборной Ирана и Порту Мехди Тареми. Второе место занял туркмен иранского происхождения Сердар Азмун из Байера. Замкнул тройку лидеров нападающей сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, принадлежащий Роме. Самым дорогим игроком в составе сборной Туркменистана на турнире является форвард Аркадага Арсланмурад Аманов. Сборная Испании по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Италии в полуфинальном матче Лиги наций. В финальном матче сборная Испании сыграет с командой Хорватии, которая днем ранее обыграла нидерландцев со счетом 4:2 в дополнительное время. Финал и матч за 3-е место состоятся 18 июня. Финальная стадия Лиги наций проходит в Нидерландах. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.